Всем доброе утро еще раз. По повестке, значит, у нас первым стоит вопрос о расчете оценки влияния деятельности территориальных органов. Информацию предоставлю я. Презентацию всем видно, да? Целевой моделью осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации на 2020 год установлен показатель 6.1 об оценке влияния деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля на состояние нацклимата в субъекте Российской Федерации. Значение показателя позволяет понять, насколько нагрузка на подконтрольные субъекты со стороны территориальных органов соответствует принятому рискоориентированному подходу. Степень достижения результата целевой модели по показателю 6.1 характеризуется наличием оценки долей контрольных и административных мероприятий, приведенных по объектам контроля надзора. Целевое значение показателя установлено, да, нет. Раньше он был у нас в процентном соотношении, на сегодняшний день у нас просто фактически да, нет. По сводной информации о контрольных и административных мероприятиях, приведенных по объектам контроля надзора в первом полугодии 2020 года, представленная Минэкономразвития России, по данным центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти и рассмотренные территориальным органами ФАИФ, число взаимодействий с субъектами высокого риска составило 2491. По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год у нас идет снижение на 38%. В первое полугодие 2019 у нас было 4014, а в первом полугодии 2018 3684. В целом было осуществлено 5597 взаимодействий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и снизилось на 37%. Первое полугодие 2019 года у нас 8836 и в первом полугодии 2018 года 8131. Из них у нас проведено, значит, 750 плановых проверок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось в 2 раза. 1214 внеплановых проверок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года тоже уменьшилось в 2 раза. 3076 производств об административных правонарушениях уменьшилось тоже на 30%. 14 выездных проверок, уменьшение на 3,5 раза. 16 328 камеральных проверок, увеличение на 90,6%. 309 иных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось тоже на 23,1%. Коллеги, в связи с введением с 18 марта моратория на проверки субъектов МСП, сведения которых внесены в реестр МСП, и информация по итогам первого полугодия 2020 года и в целом за 2020 год, она не очень репрезентативна. Следующий слайд. Расчет показателя по методике. Да, здесь мы по расчету сейчас информацию тоже предоставлю. Согласно методике по проведению оценки, утвержденной рабочей группой Минэкономразвития России по мониторингу внедрения, да, целевой модели в регионах, рассматриваются все случаи фактического взаимодействия. Вот именно взаимодействия территориального органа при осуществлении вида федерального контроля со всеми подконтрольными субъектами. Это у нас проведение плановых проверок, внеплановых проверок, при производстве дел об административных правонарушениях, при проведении контрольной закупки, при проведении мероприятий в рамках установленного режима постоянного контроля, иные административные мероприятия, проведенные органами. Вот под иными административными мероприятиями понимаются формы взаимодействия с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Не названные выше и не являющие их составной частью, они осуществляемы территориальным органом и влекущие возложения на юрлиц и ИП дополнительные обязанности. Ну, к примеру, направление запросов о предоставлении информации, кто-то что-то не сдал вовремя, неполный пакет, любое взаимодействие. Любые запросы документов, любое истребование информации в любой форме, это будет являться взаимодействием. Под дополнительной обязанностью понимаются обязанности, не предусмотренные законодательством.
и возникающие тоже у предпринимателей в связи с осуществлением взаимодействия с территориальным органом. Есть значение D, да, вот видите на формуле. Это значение, определяемое, значение показателя представляет собой среднее арифметическое значение долей контрольных и административных мероприятий, проведенных на территории Якутии в рамках каждого контроля в отношении субъектов, отнесенным к категории чрезвычайно высокого и значительного риска. Это первый и третий класс опасности в соответствии с принятыми нормативными документами. И рассчитывается по формуле, вот видите, да, формула. То есть сумма долей взаимодействий по высокорисковым категориям каждого вида федерального контроля делится на количество видов федерального контроля. Нужно отметить, что вот эта методика дополнена еще и положением в случае, если для объектов контроля установлены только категории среднего, умеренного или низкого, 4-6 класс. Дополнительное значение для данного вида контроля рассчитывается исходя из фактически установленных категорий риска. Но и понимается доля контрольных и административных мероприятий в отношении контрольных субъектов, отнесенных к категории среднего риска. Это 4 класс опасности. То есть данное положение, оно касается, например, земельный надзор, осуществляемый Росреестром, да, управление Россельхознадзора по республике, государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Тут не повлияло, так как нет субъектов, отнесенных к среднему риску. Вот. И в итоге оценка влияния деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на федеральный контроль государственный, на состояние инвестклимата в Республике Саха-Якутия в первом полугодии составляет 33%. В принципе, это соответствует среднему значению на всей территории Российской Федерации. В среднем это 32%, у нас чуть выше. По Дальневосточному федеральному округу значение показателя, Магадан 35%, Забайкальский край 33%, Хабаровский 31%, Еврейская область 30%, Амурская 24%. Вот, с учетом дополнений и замечаний МВД по Республике Саха-Якутия, авиационного надзора, да, и Ространснадзора по ДФО, ФАС по республике, предлагаем утвердить итоговый расчет по целевому показателю 6.1 в первом полугодии 2020 года в размере 33%. По поводу методики, следующий слайд. С точки зрения влияния на подконтрольные субъекты, деятельности территориальных органов при осуществлении их функций и управления рисками Минэкономразвития предлагает вот такую вот интерпретацию результата. Значит, мы смотрим, у нас 33%, значит, мы находимся вот во второй категории. Для расчета оценки влияния, знаете, не учитываются следующие мероприятия. Любые формы взаимодействия с юрлицами и ИП, возникшие по инициативе, да, таких лиц. Допустим, внеплановая проверка, проведенная на основании поступления в органы контроля, предоставление правового статуса, специального разрешения, лицензия. То есть предприниматель сам пишет заявление о том, что он должен какие-то функции, какие-то требования выполнить. А мероприятия, осуществляемые при предоставлении юрлицам и индивидуальным предпринимателям государственных услуг в соответствии с федеральным законом, да, любые формы взаимодействия МСП при проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушения обязательных требований. Например, мероприятия по информированию подконтрольных субъектов, да, на направление предостережений и о недопустимости нарушения обязательных требований. Следующий слайд. Оценка влияния, по категориям. Да. У нас сейчас объекты не все отнесены к высокорисковым категориям. Например, государственный метеорологический надзор, энергетический надзор, лицензионный контроль за деятельностью перевозок пассажиров, госнадзор в области внутреннего водного транспорта, госнадзор в области железнодорожного транспорта. Следующий такой момент есть некатегорированные по видам риска объекты, подлежащие надзору в области сохранности автомобильных дорог федерального значения, это Ространснадзор, и надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, это северо-восточный тоже Ространснадзор.
Ну и в связи с этим, согласно антимонопольной службы, Росстандарт, Ростехнадзор, Автодорожный надзор по Республике Саха-Якутия, Северо-Восточное государственное морское речной надзор Дальневосточного управления Ространснадзора, они всегда будут относиться к факторам, усугубляющим состояние инвестклимата, только вот по статистическим данным. В первом полугодии 2020 года не осуществлялись проверки по надзору за соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой, государственный контроль за осуществлением международных автомобильных перевозок, стационарных и передвижных контрольных пунктах, надзор за торговым мореплаванием, государственный санитарный эпидемиологический надзор, государственный надзор в области безопасности дорожного движения. Коллеги, следующий слайд. Национальный рейтинг. Да? По итогам нацрейтинга мы в прошлом году улучшили свои позиции, с 22 на 20 место поднялись. Ну и хотел бы сделать фокус на показатели национального рейтинга, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Значит, первый показатель B2.1 – это среднее количество запрошенных дополнительных документов, которые не предусмотрены к обязательному предоставлению по закону. У нас, значит, увеличилось с 0,94, ну, это там есть определенная методика, формула, с 1,67. То есть мы находимся в группе С. Ну и для информации, вот в 2018 году у нас было 2,61 балл. То есть чем меньше, тем лучше. То есть мы, значит, было 2,61, стало 0,94, потом 1,67 повысилось. Следующий показатель – это среднее количество контрольно-надзорных мероприятий, проверок, рейды, допросы, опросы, ну и другие юридически значимые меры, проведенные в отношении одного субъекта МСП. Сокращено с 2 до 1,99 в год. При этом при этом группа изменилась, из группы С изменена группа Б, то есть показатель улучшился. Наибольшее количество контрольно-надзорных мероприятий проведено Федеральной налоговой службой. Хотел бы тоже здесь небольшой ремарку, то есть вставить. Здесь, коллеги, национальный рейтинг – это опрос. Не всегда субъекты МСП понимают, что налоговая – это федеральная, нету деления у предпринимателей на контроле по органам власти в органах. И вот Федеральная налоговая служба у нас 53%, самое наибольшее количество мероприятий. Показатель B2.3. Доля компаний, столкнувшихся со случаем коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев. Здесь сокращение идет с 35% до 29%, при этом группа D изменена на С, то есть мы вышли с двойки на тройку. Респонденты отметили, что 26% столкнулись с коррупцией со стороны правоохранительных органов, 25% органов законодательной власти, 22% иные контрольно-надзорные органы, 21% органы судебной власти. Здесь, конечно, значение показателей определяются в ходе опроса, случайная абсолютно выборка, поэтому, полагаем, они не могут точно определить, к какому уровню органов контроля относятся. Поэтому цифры, которые я только что озвучил, они весьма субъективны, не объективны, это не статистика. Например, по показателю среднее количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении одного субъекта МСП, по федеральному уровню составило 42%, по региональному уровню 56%, по муниципальному 28%. При этом в разрезе органов, доля органов федерального уровня составила 139,5%, другие органы 46%. Это вот один из инструментов, которым мы видим и можем реагировать на запросы со стороны предпринимателя о том, куда нужно сделать акцент. Следующий тоже довольно-таки новый инструмент. Это инструмент, разработанный уполномоченным по защите прав предпринимателей Российской Федерации, индекс административного давления. Согласно индексу административного давления 2020 года республика занимает 77-ю позицию. Это почти самый конец. В 2019 году мы были на 12-м месте из 85 субъектов. То есть мы почти больше 50 позиций потеряли за один год.
По сравнению с 2019 годом позиции ухудшились в 2 раза территориальных органов. Это Ростехнадзор и Росприроднадзор. Позитивная динамика есть у ГСЖ, это Управление государственного строительного жилищного надзора. По проверкам управляющей компании на 37,8% за счет применения предупреждения вместо штрафов. Сократилась доля штрафов, наложенных без проведения проверок. С 2020 года начали анализировать деятельность Роструда, весогабаритные штрафы на перевозки. Уполномоченным при президенте Российской Федерации проводится работа по включению индекса административного давления в национальный рейтинг. О том, как это будет взаимодействовать, пока что информации нет, но однозначно сказали, что это слияние будет. Поэтому мы сейчас ждем. И, возможно, если, коллеги, у вас есть какие-то предложения по методике, да, по интеграции методики индекса административного давления с нацрейтингом, пожалуйста, направляйте. Следующий слайд по поводу снижения административных барьеров. Административного давления, барьеров со стороны силовых структур и контрольно-надзорной деятельности в целом. У нас в Якутии более половины количества проверок осуществляется по низкорисковым объектам. Очень важно, чтобы мы поменяли фокус на увеличение доли проверок, осуществляемых по отношению к высокорисковым объектам контроля. В настоящее время направление деятельности контрольно-надзорных органов становится профилактика. Профилактика нарушений обязательных требований. Цель у нас получается не найти уже совершенное нарушение и наказать, а наша задача с вами предотвратить ущерб, который, возможно, может появиться. Учитывая, что при мониторинге данного показателя 6.1 целевой модели не учитываются взаимодействия при профилактике нарушения обязательных требований, предлагаем направить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. И, во-вторых, сейчас очень важно сделать сферу контрольно-надзорной деятельности максимально публичной и открытой, чтобы предприниматели могли в любой момент, в любое время зайти, посмотреть и узнать, взаимодействовать с их инициативой. В этом году, значит, коллеги, мы провели 4 совместных публичных обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности. Абсолютно всех 19 видов регионального контроля республики. Участие также приняли и федеральные структуры, это МЧС России по республике, ГИБДД, Ространснадзор, Госинспекция. Все публичные обсуждения мы проводили в формате видеоконференц-связи, и вот в начале года мы получили несколько положительных откликов со стороны приглашенных и субъектов МСП. Также предлагаем и вам присоединиться к практике проведения именно совместных публичных мероприятий. Не просто вот один орган выступил, а вот прямо вот мы несколько подряд слушаем. Также одной из задач является расширение практики предупреждения как первой меры наказания за впервые совершенное административное правонарушение в случае, если вред не причинен или угроза вреда несущественна. В 2020 году такой вид административного наказания, как предупреждение, он применяется очень активно Министерством внутренних дел, МЧС, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Госинспекция труда, Управление ФАС, Управление ФНС. И рекомендуем органам контроля активнее применять предупреждение, заменять административный штраф на предупреждение для субъектов МСП в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено статьей КоАП. Большие штрафы, чрезмерно большие штрафы, это фискальная нагрузка, она для многих малых, средних, и в основном даже микропредприятий, неподъемная реально. То есть бывает то, что маленькие предприятия штрафуют на 200 тысяч, когда у них в месяц чистая прибыль 100 тысяч. Это сразу. Такими предприятиями нужно наладить процесс взаимодействия, чтобы они понимали, что нельзя, чтобы они были оштрафованы. Оплата штрафов приводит к повышению цен
То есть они пытаются вот эти штрафы через продукцию вытащить. А это все либо будет потрачено на исправление нарушений, да, вот, со стороны предприятия, а не просто, чтобы оно в бюджет ушло. Также в случае, если поступает жалоба или информация о нарушениях со стороны хозяйствующего субъекта, должна проводиться проверка согласования прокуратуры, а не возбуждаться дело об административном правонарушении. На 2021 год продлен мораторий на плановые проверки в отношении субъектов МСП, который тоже есть в реестре. А сейчас в реестр, как вы понимаете, можно ежемесячно заходить, если вас вывели. За исключением объектов контроля, отнесенных к чрезвычайно высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного надзора. Предусмотренные постановлением 1969 меры позволяют избежать существенного роста проверок в 2021 году по сравнению с 2020 и предыдущими годами, что позволит серьезно снизить административную нагрузку на большое число предприятий малого бизнеса. Ну и сейчас вы, наверное, слышали, коллеги, что и административная комиссия города Якутска очень сильно активировалась предпринимателями сейчас. И так в период пандемии сложно работать, тут еще и пытаются кошмарить, но через судебные процессы большинство штрафов уже благодаря уполномоченным были отозваны. Значит, сейчас проверки плановые и внеплановые – это основное мероприятие по контролю. Сейчас законом полностью переформатируется система контрольно-надзорной деятельности, повышается у нас гибкость принятия решения о проведении контрольных мероприятий. Планируется введение новых институтов контрольно-надзорных мероприятий, ну и так далее. Соответственно, вот административная нагрузка на предпринимателя должна быть, ну и, наверное, будет существенно ниже. Следующий год будет весьма, наверное, сложен для контрольно-надзорных органов. Новый закон, новая перестройка своей деятельности. Вот. Ну и, коллеги, мы всем направили, значит, проект протокола, в котором мы осветили основные направления. У меня на этом доклад закончен, коллеги. Спасибо.